Все находящиеся подрядчики якутские, которые работали, они в течение 2 лет не получают заработанные деньги за выполненные работы. Сегодня по исполнительным листам, которые рассуждены арбитражным судом республики, задолженность перед нами составляет порядка 400 миллионов рублей. Мы уже неоднократно выходили на пикеты, обращались в республику, обращались в Следственный комитет, в прокуратуру Республики Саха. Пока никаких действий в наш адрес мы не можем решить. Мы подготовили обращение к Владимиру Владимировичу Путину. Сейчас мы согласуем со своими субподрядчиками, отнимем ролик и будем тоже отсылать на горячую линию. Может быть, если не решится вопрос вот в дни до 16 числа, будем отсылать на президента Республики России нашей, чтобы все-таки какое-то движение пошло и нам выплатили те деньги, которые мы заработали. Президент у нас, на то есть президент, он гарант Конституции. Поэтому, если до Владимира Владимировича дойдет, я думаю, что этот вопрос также будет решен, как и решился вопрос по космодрому «Свободный», где точно такая же ситуация, как у нас. Только там, своевременно отреагировали, буквально оперативно, то мы, обращаемся уже в течение 2 лет, и пока результатов никаких нет. Я надеюсь, что сегодняшний митинг, который мы собрались на этот пикет, даст, наверное, какой-то толчок, все-таки привлекет внимание и все-таки и республики еще наше руководство, и Следственный комитет, и, наверное, прокуратуру, чтобы занялись расследованием увода денег с расчетного счета корпорации «Трансстрой Восток». И виновных людей найдут и привлекут их к ответственности, а наши деньги заработанные должны выплатить всем подрядчикам для того, чтобы мы рассчитались с людьми и погасили налоги и продолжали плодотворно работать. Выход в закон. Монтаж спецстрой сам сознательно доводил дело до банкротства предприятия. Сегодня предприятие находится в процедуре конкурсного производства, конкурсный управляющий. Как ему действовать? Он действовать будет по закону о банкротстве. Вот все. И не надо никаких-то выходов там искать, и никакого тут административного или политического давления быть не может. Все в соответствии с законом. Мы никуда не прячемся, мы достаточно просвечены. Трудности у нас есть, их навалом, как на каждой стройке. Стройка идет, но не теми большими темпами, которые нужны были бы. Но за этот год, пока шла процедура наблюдения и эта вся тяжба была, тем не менее мы на месте не стояли. Мы в прошлом году сдали железную дорогу во временную эксплуатацию. Сегодня я вам называю цифру. За первый квартал этого года по железной дороге до станции Бестях в условиях временной эксплуатации перевезено 2258 вагонов груза. Или в пересчете на тоннаж 107,6 тысяч тонн народно-хозяйственных грузов. Я считаю, что это очень хороший результат работы на подряде на этой железной дороге. То есть объект не стоит. Объект строится тяжело, сложно, но строится, движется.